Как заинтересовать туристов и что сделать, чтобы не потеряться в горной местности? Семинар-тренинг для будущих экскурсоводов проводится в научной библиотеке. Но сначала соблюдение ограничительных мер. Маска и регистрация. Фамилия, имя, отчество. Гагиева Хава, НТРК Ингушетия. Проходите. После этого вход свободен. Среди слушателей студенты и выпускники исторического факультета. Марьям Ганижева как раз учится на 4-м курсе. Куда пойдет работать в будущем, пока не решила. Но после сегодняшнего семинара задумалась и о туризме. Пройти расширенный курс и сдать экзамен намерена уже в ближайшее время. Конечно же, это для студентов, особенно для студентов-историков, это очень хорошая возможность. Почему? Потому что это уже узнать именно новые какие-то истории, вот, связанные с определенными местами. Это развитие мышления и даже для самосовершенствования самого человека. Рассказать максимально просто и доступно. Организаторы тренинга Комитет по туризму Ингушетии совместно со студентами и историками Ингушского государственного университета. Студентам предлагают реальные условия и реальные возможности, объясняют основные правила туризма. Сюжет экскурсии тоже для туристов должен быть доведен. То есть обычно бывает методичка, программа экскурсий. То есть она уже должна быть, и примерно экскурсанты должны понять, что они могут узнать во время вот этой экскурсии. К выходу экскурсантов нужно заранее готовить. В тех случаях, когда это не делается, значительная часть группы остается сидеть в автобусе. Может, не все выйти могут. Главная цель тренинга – дать не просто базу, а научить составлять и проводить сами экскурсии. Мероприятие рассчитано на 10 часов, первая треть из которых посвящена теории. Остальное – практика пройдет в горах, где ребята смогут в реальных условиях примерить образ экскурсовода. Ввиду того, что сейчас и по всей стране этой отрасли, этому направлению такое акцентируется внимание со стороны руководства даже страны, знаете, да, что в апреле текущего года был принят закон об аттестации, обязательной аттестации гидов-экскурсоводов. И сейчас уже эта деятельность будет лицензирована. То есть с июля следующего года уже экскурсоводы должны будут пройти аттестацию, получить специальное разрешение для ведения вот этой деятельности. Архитектурные комплексы Арзи, Вовнушки, храм Тхабаерды и, конечно же, Лежгинский водопад. Всего в Ингушетии 4 наиболее популярных маршрута. Именно это и является визитной карточкой республики. Что касается туристического потока, он увеличивается. Это подтверждается тем, что у нас открываются новые коллективные средства размещения. Это гостевые дома, мини-гостиницы. Увеличиваются дополнительные услуги в виде конных прогулок, квадроциклов. Ну, соответственно, и сами экскурсоводы, к сожалению, не все зарегистрированы, то есть ведут деятельность, но не зарегистрированы. И это тоже является подтверждением того, что рост турпотока наблюдается. Гиды, менеджеры турфирм и сопровождающие тургруппой. Эти ребята работают не первый год, повидали весь мир и теперь делятся своим опытом с новичками. Вторая часть тренинга пройдет уже в субботу в горах. Ребятам предоставится возможность самостоятельно провести тур, а по завершению у лучшего будет возможность работать в комитете по туризму. Хава Гагиева, Асхаб Белкиев, Новости 24.